В Ухте тем временем произошло очередное нападение собак на человека. В микрорайоне Дальний рядом со школой стая псов напала на подростка 2006 года рождения. Юноша получил несколько рваных ран. Ему оперативно оказали помощь в детской больнице Ухты. Мальчик 2006 года с укушенными ранами кисти, бедра, нижней конечности, средней степени тяжести. Помощь ребенку оказана в амбулаторных условиях, назначен курс иммуноглобулина против бешенства. В настоящий момент ребенок проходит лечение в амбулаторных условиях, то есть на перевязке приходит, то есть наблюдается. На сегодняшний день подрядчик по отлову безнадзорных собак «Добрый город» работу в рамках последнего контракта выполнил. Поэтому на место происшествия в тот же день выехала полиция и представители администрации. Поскольку в Ухте с 15 января прошлого года действует режим повышенной готовности в связи с нападениями безнадзорных животных, сотрудник МВД, обнаружив стаю, буквально по горячим следам застрелил предполагаемого агрессора. Однако, по словам местных зоозащитников, был убит вовсе не тот пес, а виновники так и остались у школы. Они шли около школы и не нашли там никаких собак. Вот. И они пошли почему-то сюда. Ну, не знаю, может быть, кто-то им махнул рукой, я не знаю. Они прошли до конца гаражного массива, там лежал этот кобель. Как они сказали, он не проявлял агрессии никакой. Но в этот момент снизу гавкнула собака, другая. Я не знаю какая, предполагаю, что это его мать этой собаки. Вот. И он встал и тоже гавкнул, на что полицейский стрельнул 2 раза. Полиция уже проводит проверку. От комментариев пока воздерживается. Местные зоозащитники же говорят, что позже была обнаружена еще одна подстреленная собака. Опять у нас город разделился на 2 лагеря. Одни за и радуются, что наконец-то что-то началось, другие очень переживают, потому что по факту, по информации, опять же, волонтеров, страдают добрые собаки. То есть не те агрессоры, которые действительно кусают и действительно терроризируют жителей города. Тяжело раненого пса выхаживают волонтеры. Они собираются написать заявление в полицию и прокуратуру на незаконный отстрел животных. А у пострадавшего юноши, по словам врача, вероятно, на всю жизнь останутся шрамы. При этом данный случай нападения собак на ребенка в Ухте уже 8-й в этом году. С 2016 года количество пострадавших от нападений псов неумолимо растет. В прошлом 21-м их было 85.